Вітаю вас, шановні глядачі. Сегодня 22 августа 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Время 17 часов 29 минут по Берлину, 18 часов, соответственно, 29 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Россия готова сдаться при одном условии». Давайте об этом и многом другом поговорим. Друзья, напоминаю вам, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков, ну и так далее. Ваша безопасность в ваших руках. Все остальные пишите, задавайте вопросы, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки. Это очень важно, особенно во время стрима. Так говорят. Например, в чате тут есть такое сердечко. Если вы будете его много-много нажимать, это будет привлекать другим зрителям, будет рекомендовать YouTube наше видео, наш сегодняшний стрим. Немножко подвисли, но сейчас все вернется на место. Абу Убайда. Так, благодарю, всех приветствую. Как обычно, свой стрим я хочу начать с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, то есть на 22 августа 2024 года, уничтожено и ранено 1130 бандитов и боевиков, пришедших на украинскую землю. Уничтожено 7 танков, 25 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 3 антиаэркрафта, 96 БПЛА, 1 крылатая ракета, 59 автомобильной техники цистерны, 17 спецтехники. Слава Украине! Слава ЗСУ! Так, Абу Убайда, я не читал то, что ты говорил, и лучше удали свой последний комментарий. Освободил Амир Маяти. Сунете муя есть. Заблокировать, блокировать танцевоса. Абу Убайда, дело не в том, что там кадыровцы. Здесь, смотрите, мы должны правильно называть вещи своими именами. Здесь не кадыровцы все. Не кадыровцы. Здесь люди работают на ГРУ. Сейчас это называется Главное управление Генерального штаба фашистской России. Раньше это называлось ГРУ, Главное разведывательное управление. Это военные, российские военные. Здесь за границей работают российские военные. У Кадырова, это уже по линии ФСБ, есть свои сторонники, свои агентура своя, агенты влияния, они есть. И вот все, кто там поддерживает Кадырова, которого мы здесь видим, это не всегда, и точнее почти не всегда, это являются сторонниками Кадырова. Поэтому, если мы будем выделять кадыровцев отдельно, то каким-то чудом ГРУшники и другие ФСБшники останутся нами незамеченными. Поэтому мы должны делить на пророссийских, российских и нероссийских. Вот так должно быть. Чеченцы и пророссийские. Вот это и есть. Там может быть ГРУ, ФСБ, Кадыров, Мудыров, кто угодно там может быть. И цаду. Шоладыга ехтара абу. Наяхты комментарий. Моя зекучу абу. Виш дацо. Хайн покушение. Язда мегардон. Хатуяхи бош. Том кучу моя сделала. Изовой против дон. Есть другие методы, кроме этих методов, есть правовые методы. Если вы знаете информацию, если вы знаете, что эти люди работают на Россию, вы можете очень легко сделать так, чтобы они как можно быстрее уехали в родную гавань. Вот как-то так. Не бить, не убивать, не нападать. Мы здесь не имеем права. Мы подписали договор с Германией, либо с другой страной Европы, что мы будем выполнять и соблюдать их законы.
Это очень важно. Это не понарошку, это должно быть очень сурово, строго и так далее. Только соблюдая сами законы, вы можете призывать остальных соблюдать законы. А так это будет неправильно. Поэтому не выделяйте кадыровцев отдельно в какую-то группу. Это все пророссийские. Они друг друга некоторые ненавидят, лютой ненавистью. У них у всех ненависть к нам, конечно. Все они объединяются, потому что кабинеты хоть и разные, но начальство у них и учреждение чаще всего одно. И они нас лютой ненавистью. Они выполняют команды русских. Их задача, мы можем быть, вот если так посудить, да, со стороны, если посмотреть, может показаться, что в какой-то степени там вот они сейчас сдаются там, и разные экзотические украинские журналисты там разные пытаются делать на них пиар, и всех чеченцев пачкать, и мы как бы заступаемся, получается, да, если посмотреть на первый взгляд. И если так посудить, должно показаться, кому-то может показаться, что, ну, это же тогда меня убивать им как человека, который иногда говорит, в том числе в защите, получается. Им меня убивать не следует, а ровно наоборот все. Потому что им, да, им бы хотелось бы, чтобы они заботились, защищать. Но у них есть хозяева, русские, которые лютой ненавистью ненавидят меня. И как бы я ни пытался спасать чеченский народ, это их еще больше задевает, это еще, потому что я ломаю их стереотипы. А эти, которые прорусские, подхлопники, как их называю, они и плевать, весь чеченский народ, их хозяева им гарантируют, что их выведут из-под удара, что вам ничего не грозит, что вы будете в безопасности. И вот, понимая это, весь чеченский народ жечь в огне. Поэтому так мысли вслух, как говорится. Думал, информация, собирать информацию и передавайте тем, кто здесь занимается пророссийской деятельностью, пусть знают местные власти. И, ну, знаете, местные власти здесь тоже, здесь так все запутано, друзья, так все тяжело разобраться во всем этом. Местные власти, местные, вот немецкие возьмем власти, все эти годы на самом высоком уровне, то есть на уровне канцлеров, президентов, министров, внутренних дел там, и спецслужб, они вместе в одних окопах, можно сказать, сидели по уничтожению выдуманного, по большей части, выдуманного врага в лице чеченского исламского террориста. И это бесследно никуда не девается. Понимаете? Они вместе с русскими нас уничтожали. Понимаете? Обзывали кого угодно террористом, экстремистам и отправляли в родную учреждение. Очень осторожны, должен предупредить вас обо всем. Я сам, например, занимаюсь деятельностью, открыт и так далее. Но, например, есть такой русский Deutsche Welle. Deutsche Welle. Мы чеченцы здесь, мы открыты. Да, чеченцы больше сейчас не говорит. Опасно для нашего родственника. Есть русскоязычный канал Deutsche Welle. Полезная информация. Очень объективный, профессиональный канал. Но о чеченцах и чеченской теме ни Deutsche Welle, ну и другие почему-то интересуются у имперцев, у туристов, интересуются в чеченском обществе. Когда же меня спрашивают, чеченском, оккупированной республике Ичкерия,
когда нас об этом спрашивают, и мы им что-то говорим, несколько раз интервью, либо интервью не уходит вообще, либо уходит очень укороченная версия. Они не хотят слышать правду, хотят слышать ту линию, которая им спускается откуда-то там сверху. Понимаете? И с этим я сталкиваюсь, я с этим борюсь. Это не значит, что я должен сказать, вот все они одни разные, хотя я иногда так хочется сказать. Иногда хочется то откровенное безобразие, то откровенная несправедливость в отношении частного народа, но в области рамки. Представьте себе, что в 44-м, 5-м нации победили, в 6-7 годах евреи, которые живут в своей территории Германии, обсуждается вопрос на канале каком-нибудь российском канале, и там разговор и говорят о евреях. Постгеноцидные евреи. Вот. И русские, вместо того, чтобы спросить, например, евреи, что творится, какого-то еврейского правозащитника, что там творится, и спрашивают у немца, у нациста, как Deutsche Welle приглашает разных немцев, и они все родные, потому что своя рубаха. Вот такие вещи. Давайте поговорим про Радио Свободу. Радио Свобода. Это Радио Свобода, когда я вырос на этом Радио Свобода. На этом Радио Свобода. Я родился в семье журналистов, которые я по голосу знал. Я уважал, любил и гордился ими. Есть сын судьи, Янгулбай такой есть. Это другого КГБника Тумсу Абдурахмана деньги за то, чтобы сказать в своих ресурсах, что он погиб или там еще что-то там придумал. 5 долларов. Знаете, Россия редко передала деньги, и Янгулбаю, Рахманову, 50-е, что им дается покушение на часть, как бы защищать, пытались поймать бандитов. Там есть такие, которые но таким образом в агентуре российская разведка передала под наблюдением немецкой разведки, передала, я так полагаю, что так произошло, передала деньги. Они здесь раздербанили деньги, нам этого убили, третье, десятое. И потом его этого Янгулбаева спрашивают, ну вот вы же Абдурахман денег не додал, он там опирается на него, третье, десятое, там они не поделили деньги. И ты тоже взял 50. Это, говорит, совсем другое. И дальше вот этих людей Радио Свобода, но это те чеченцы, которые откровенно пророссийские. И здесь, в Западе, в Европе, не хотят иметь дело с непророссийскими чеченцами. Ни журналисты, ни защитники, третье, десятое. У меня вопрос, вы чем отличаетесь тогда от этих русских? Вот, на вас говорят, миром мазать, вы все заодно. Как получается, что когда геноцид вымышленный, обвиненный, вымышленный в терроризме, исламизме, который борется за свою свободу, каждый народ имеет право международными конвенциями, имеет право бороться, нас переводят в русло религиозное при помощи. Нас откровенно опять не замечают. Ишт ишт алдушун вайгадеги ночи. Видите что?
Харлини, Харарар, Бебушун, пробить побьешпек. И ты душан настреляшек. Блокад пробить информационный, блокад пробить тереш. Каялилешул, каялилешул, лицемерие. Каяль эш и пробить побьешпу. Видишь что? Такая вот ситуация. Да, мула, да, манас, да, мула. Поэтому мы должны эти вещи понимать, осознавать и показывать, добиваться того, чтобы перестали относиться к нам как к бесправным рабам. Как к рабам относятся, у которых нет прав. Да, к животным лучше относятся в Европе люди, чем в фашистской России и по ее научению во всем мире к чеченцам, свободным чеченцам. Понимаете? И я ломаю все их стереотипы, понимаете? Я должен быть с длинной бородой, говорить иншаллах, машаллах, все кафиры, вас всех убьем, вы там такие-сяки. Рамзан Кадыров должен говорить, приезжайте, иди взорвись кто-нибудь. Я должен сказать, конечно, я сейчас прилечу и взорвусь. Я прилетаю домой, взрываюсь, где-нибудь там они меня убивают, на куски меня разрывают, все получают медали, все довольны, Европа довольна, потому что уехал, который здесь был. Россия довольна, на одного чеченца меньше стало. Кадыров доволен, потому что ему Россия 2 копейки дала. Все отлично. А если у тебя нет бороды, если ты выступаешь за то, что выступал наш первый президент, весь чеченский народ, за свободу, за демократию, за генетический код чеченцев, за демократию. Понимаете? Это чеченский генетический код. Тот человек, который сравнивает шариат и демократию, и дает, ты за шариат или за демократию, он не знает, что такое не шариат, ни что такое демократия, ни кто такой чеченец. Понимаете, человек вообще просто с неба свалился. У него нет никакой информации, кроме той, которую ему дала русская пропаганда. Понимаете? И когда так мы ломаем эти стереотипы, это их бесит. Они не знают, что делать. Понимаете? Нужно обвинить во всех грехах. Не то, что я говорю, это невозможно где-то сломать, где-то противопоставить ему какие-то аргументы. Обвиняют меня, что я плохой, что я там такой национальности, что я так молюсь, не молюсь, верую, не верую. Вот личность, мою личность рассматривают, а не то, что я говорю. Поэтому, чеченцы, мы должны понять, весь этот западный мир лицемерно, трусливо получал деньги в обмен на закрытие глаз на нашу кровь. Весь. И теперь ему нельзя сказать, извините, нам нужна была нефть, газ, и мы должны были потерпеть, пока закрыть глазки, наши права человека, наша Фемида, наша статуя свободы, она закрыла глаза и решила помолчать пока, не видеть ничего. Очень нужны были нефть и газ. А теперь, теперь мы знаем, значит, теперь, если Сырский заходит на территорию Украины, России, он герой, его операция успешна, он супер крутой. По факту, спорить невозможно, это так и есть. Величайшие полководцы, украинцы, величайшие воины. Но если то же самое делает Шамиль Басаев, если это делает Салман Радуев, то это должно выглядеть там террорист, бандит там и так далее, и так далее. И вот это сидение на 2 стульях приводит к такому вот положению. Внутри здесь, в Европе находятся, в Германии находятся агенты ГРУ, которые в любой момент могут отравить, взорвать не одного человека, тысячи могут отравить, взорвать, убить там, что угодно сделать. 2 воинские части немецкие подозревается, что пытались отравить воду. Саботаж там на водопроводе был.
Об этом мы говорили несколько месяцев, лет тому назад говорили, что могут и в воду сыпать, и куда, и к мирным могут, к мирным могут. Убить Шольца могут, убить Анна-Лену Бербок могут, любой теракт могут сделать, потому что их в огромном количестве. Но дело в том, что западные спецслужбы, западные политики, западные журналисты предпочитают не замечать чеченский вопрос, чеченскую тему. И им, вот то, что я сейчас говорю, им это тоже не нравится. Я уверен в этом. Потому что проще, если меня не будет. Понимаете? И все будет как было. Что не будет каких-то там беспокоящих стримов, давления на нерв, там, задевать нерв там, и так далее. Отлично, все нету. А мы сами разберемся. Так вот, чеченцы, я к вам в первую очередь обращаюсь, мы должны эту систему, вот эти красные флажки, которые нам поставили, их нужно преодолеть. В противном случае мы так и будем вариться в собственном соку, а эти лицемеры, это реал-политик называется, что так сложились обстоятельства, мы должны идти дальше. Типа, извините, ничего не можем сделать. Прав не тот, у кого больше прав, а прав тот, у кого больше силы. Сила права всего лишь на бумаге. Право сильного. Вот что действует в этом мире. И нам нужно становиться сильнее. Сильнее. И нужно говорить правду про Deutsche Welle, про Радио Свобода, про всех остальных, про немецкое правительство, про бывшее. Сейчас пока к немецкому правительству у меня претензий нет, потому что и Анна-Лена Бербок, и Олаф Шольц, кардинально все изменили и кардинально по-другому смотрят на вещи. Но еще отношение и журналистов, и многих других еще, конечно, не поменялось. Мы должны знать, и если я это говорю как-то резко, я призываю вас не делать этого резко. Да, мы должны делать в рамках закона, в рамках приличия, но знать нашу правду. Наш враг, единственный враг, это фашистская русня, террористическая банда ФСБ и их безмозглые, тупые исполнители из ГРУ или ГУКШ, Главное управление Генерального штаба. Вот, больше врагов у нас нет. Да, есть лицемеры, есть подлецы, там, кто угодно есть. Конкуренты есть, друзья есть, там, соратники есть, все есть. Враги, только один враг. Только один. Он сидит на Лубянке и в Кремле. В принципе, это уже давно одно и то же. Как-то так, друзья, я вас всех приветствую. Ва алейкум салам. Чукель чумелю энаг абу убайда дал сайо ла подарш. Ва алейкум салам. Та үш шабеш и вайкоман дикари абу. Как нет претензий от того, что выдали Красикова. Шамсад, совершенно верно то, что они все нам должны. Все нам должны. Понимаете? Ни одна страна на этой земле не может говорить про права человека, про свободу, про какие-то высшие ценности там, и так далее, если они закрывают на вопиющий факт глаза по геноциду чеченского народа. По поводу выдачи Красикова, Шамсад, да, конечно же, это вопиющее нарушение, это нарушение принципа справедливости, это позор отдать террориста. С Усамом бен Ладеном не разговаривают, а в 1000 раз хуже, чем Усама бен Ладен, с ним ведут переговоры. И я как-то сказал, что и после моей гибели террорист, конечно же, будет пойман, но не отдавайте его. Я думаю, отдавайте. Людей нужно вытаскивать. Достойных людей. Никаких там русских там оппозиционеров за убийцу, за убийцу меня не меняйте, а вот за иностранцев, за немцев, за англичан, за американцев, да, меняйте.
меняйте. Другого выбора нет просто. Или я должен этим не заниматься и не рисковать своей жизнью, или если я рискую, то я должен знать, что фашня руснявая будет убивать не американцев, не немцев, а чеченцев. А эти будут менять. И другого выбора нет. Ну, перед тем, как... Как-то так, короче говоря, друзья. Поэтому то, что Германия отдала Красикова, ну, позорище, позорище. Ну и все. Все, больше Германия не может говорить, что она соблюдает беспрекословно принцип справедливости, принцип законности и так далее. Человек не просидел 5 лет. Да, нужно менять, опять же. Это такой сложный момент, когда нужно вытаскивать своих людей, тем более сейчас, как вы видите, после этого обмена произошла мощная эскалация. По факту некоторые ожидали, что Россия нанесет ядерный удар, и она сразу же получила бы ответ на этот ядерный удар. Но именно, может, поэтому их достали. У меня были подозрения, что они меняют их именно из-за эскалации, что вот такая вот эскалация, и нужно вытаскивать своих людей. Ну, посмотрим, как будет. Вот такая вот ситуация, друзья. Мы просто должны в этом разбираться. А так, давайте, я хочу вернуться. Друзья, всех я приветствую. Сейчас я перейду к вашим комментариям. Сегодняшний свой стрим я назвал «Россия готовится сдаться при одном условии». Одно условие. Россия готова на все. Встать на колени, посыпать голову пеплом, ползать на карачках, целовать пятки и Зеленскому, и Сырскому, и Залужному, и, конечно же, и Байдену, и всем остальным, при одном условии. Главное не судить, не разрушать систему КГБ СССР, ФСБ. Вот что они выдвигают. Они готовы отдать Брянскую область, Курскую область, Вологодскую, Белгородскую область. Они готовы отдать Лукашенко, они готовы отдать всех. Про Путина я не знаю. Путина, может быть, ему разрешат за то, что он оставит свой пост, уехать в Северную Корею, в Китай или еще куда-нибудь. Рамзан Кадыров планирует там в Иорданию сбежать. И так далее, но все полностью готовы пересмотреть. Фактически. Но я не вижу в этом никакой целесообразности, так как медведь, бешеный медведь должен быть не просто подстрижены ногти и одет намордник. Нужно не просто вырвать все клыки. Медведь должен быть положен на пол в виде коврика перед диваном, перед камином. Вот что должно стать медведем. В противном случае ни Украина, ни Грузия, ни все остальные, ни Европа, конечно же, оккупированная Ичкерия, не смогут быть свободными и в безопасности. Но еще, если вы помните, еще несколько лет назад, когда началась широкомасштабная война, и до этого, до начала широкомасштабной войны, я говорил, меня не волнует, что русские станут на колени перед американцами и будут кричать: «Господи, благослови Америку». Меня волнует, что когда они встанут на эти колени, то американцы согласятся принять от них те печенюшки, те хорошие вещи, и нефти, и газы, и все остальное, ядерный контроль, и все остальное. И вот это, по всей видимости, сейчас будет происходить. Сейчас задача Путина сохранить свою жизнь. Может, сейчас у них идет торг, они где-то между собой что-то там выясняют. Но ситуация очень у Путина нехорошая. Ну, соответственно, для нас хорошая. Давайте об этом и многом другом поговорим. Уалейк салам, Нохчикан. Если они нам все должны, Кадыров, Мавиц, РФ, Яиц. Абсолютно, Шаране, абсолютно, точно. Ассаламу алейкум. Фейсбук, чувала, хай. Каяль, срочно на остал вечер. Уалейк салам, Нохчик. Свег, WhatsApp, я здесь, Facebook, чуть уволить сайт. На остал Иша.
Facebook çuvala, Facebook var. WhatsApp ты возьми, напиши мне на WhatsApp. Добрый вечер. Хорошо, что на сердечко можно называть. Добрый, Карина, здравствуйте. Дейлер салам Машал. Гулю алейк салам. Шавик Чумелюэна, Георгий, Алексей, Шамсад, Елена. Все, друзья, я вас всех приветствую. Что вы думаете про Курскую операцию? Вам не кажется, это договорняк, зелье бубочки с Кремлем? Ну, что вы подразумеваете под договорником? Вот я только что сказал, что Россия готова отдать Курскую, Белгородскую и Брянские области Украине, и из них сделать санитарную зону, чтобы русские не обстреливали Украину. Сейчас, если моя версия верна, сейчас, по всей видимости, все, кто находится в самой Украине, кто сейчас воюет, они подвергнутся массированным ударам и будут либо бежать, либо массово сдаваться в плен. Массово. Об этом тоже я уже говорил, вы, наверное, помните, что сами русские говорили о том, что они готовятся к обвалу фронта и массовой сдаче в плен. И что оборона должна быть в Москве. Это я уже несколько месяцев и год-два уже говорю об этом. Что они сами, и видео вырезал, там их выкладывал, если вы помните. Поэтому, что значит договорняк? Какие-то договоренности с какими-то группами, как мы видим, скорее всего, они имеются. Также было, например, договорничок был с Пригожиным. Пригожин остался верен Путину и развел тех, кто готовил переворот против Путина. Сейчас же Беларусь будет свободной, да, скоро, в ближайшее время. И я полагаю, что какие-то договоренности в каком-то смысле они есть. Но это мое сугубо личное мнение. Но это не значит, что с Путиным есть договоренность или там с генеральным штабом, что вот там мы воюем тут, воюем там. Нет, это не так. То, что операция проведена, она проведена просто исторически, она войдет в аналоги истории. Это невероятно дерзкая, масштабная, она похожа на операцию, которую разрабатывал Джохар Дудаев, наш генеральный штаб. Но при этом стоит отметить, что она сделана более широкомасштабно, более профессионально в смысле техники, оснащения, прикрытия с воздуха, там, дроны, все, это просто, я не знаю, это просто кино просто какое-то. Это супер боевик. Вот как это все делается. И это будущая европейская армия, европейская, самая мощная, сильная армия, которая будет и в НАТО, и в Европе. Так. Ассаламу алейкум. Так, это было. Алейкум салам. Салам всем, долой Российскую империю. Ливан, салам. Ливан Кочарава, приветствую вас. У Сыскова в России живут родители, которые топят за Путина. Умеров с 2012-2015 года имеет российское гражданство. Как такие люди могут привести Украину к победе? Корене, во-первых, я не знаю, где живут Сырского родители и топят ли они за Путина. С другой стороны, тот, кто находится в России, попробовал бы он не топить за Путина. Окажитесь у них в заложниках, в плену и попробуйте не потопить за них, не поддерживать. С 2015 года имеет Умеров гражданство российское или нет, я не знаю. Я знаю, что Невзоров, Пономарев и все остальные
пропагандисты и граждане России приняты и живут очень у вас хорошо и так далее. И гражданство, паспорт Российской Федерации, например, после оккупации Крыма, еще ни о чем не говорит. Это еще ни о чем не говорит. Получить паспорт. Я тоже имел паспорт Российской Федерации. Мой, правда, советский паспорт. Менты порвали и выдали мне уже с двухглавой курицей вот этот паспорт. Нисколько ни в душе, ни в мыслях я не изменил своей Ичкерии, своему народу. Оставался тем, кем я есть. Как вы видите, продолжаю оставаться тем же. Поэтому, это можно наводить тень на плетень, там, подозревать, но то, что сегодня делает Сырский, то, что делает сегодня украинская армия, это не может быть человек за Россию, на мой взгляд. Под видео. Вот под этим сейчас у нас идет трансляция, под этой трансляцией ты можешь найти мой WhatsApp номер. Договор, не договор, Российская империя все равно рухнет. Суверенитет народов превыше всего. Абсолютно, Ливан, абсолютно так. И я, знаешь, Ливан, что я думаю? Нам кавказцам, нам поможем только мы. Никто нам не поможет. Нами попользуются, нас поиспользуют и скажут: все, ребята, спасибо вам, вы такие классные, вы такие молодцы, вы настоящие воины. Давайте, чус, пока. Вот что нам скажут. Поэтому мы сами должны становиться сильными, мы сами должны, мы знаем достаточно, как обстоит в мире ситуация, достаточно, чтобы предпринимать свои шаги, знаем достаточно юридическую сторону этого вопроса, и мы должны идти, отстаивать свои интересы сами. Единственная проблема, финансовая проблема, материальная, техническая проблема, которую богатые люди обходят стороной. Но ничего, настанет время, будут в очередь выстраиваться. И за то, что они сейчас ничего не делают, тоже будет что предъявить, да? Так. Да, это я всегда так говорил, Шамсад. Сырский специалист по котлам, они могут котел устроить. Ну, уже устроили, говорят, котел. Масан Герман, Аларис. Вы на правильной стороне истории. ЧРИ, Украина, Израиль непобедимы. Все народы под оккупацией Русни будут свободными. Дай Бог, Светлана, дай Бог. Будем надеяться на это. России скоро не станет. І цагаваем пока, Лемоназ. Алейк салам, Пітер Вольф, слава Україні, славочки, героям слава, Діма Крим, вітаю вас. Теперь этих киллеров, пример для других киллеров, что их также поменяют на русских оппозиционеров. Теперь этих киллеров готово за хорошие деньги или должность делать такое будет в разы больше. Да, Духгина, абсолютно так. Алейк салам, Адиас. Алейк салам. Да, я полностью согласен. Конечно же, киллера очень расстроились.
Да, они найдут киллера, который сядет на пожизненно и так далее. Но нужно найти такого. Сейчас они больше всего будут привлекать криминал, устраивать бытовые конфликты, там, разных там вот этих щенков своих спускать на нас там. Ну вот это будет, да. Вот такая вот ситуация. Пока такая. Пока такая. Справедливости нет, говорит Сонечка. Сонечка, если нет справедливости, зачем ты мне говоришь, чтобы я тут соблюдал справедливость? Ты же не веришь в нее. Красикова, думаю, отдали больше, потому что у чеченцев в Европе нет никакого единства и молчат, либо спорят друг с другом. Дулгина, знаешь, что самое интересное было, Дулгина? Когда был суд над Красиковым, и вообще, когда не было суда, когда мы добивались этого суда, там, проводили митинги, акции, там, потом, когда был суд, на суде мы были, я всех звал, придите кто-нибудь, кто-нибудь, поддержите. Никто не поддержал. Но когда отдали Красикова, об этом начали все, это псевдоканалы, абсолютно 100%. Не верьте каналам, которые там Ичкерия, там религиозная тема, вот это делают. Там огромное количество псевдовыдуманных каналов. Они начали говорить про Красикова, красная дорожка. Начали говорить, это чеченцы отдали, там, треть, десятый. Переводите это на чеченскость. Там, нет, это не так совсем. Совсем это не так. Понимаете? А Залужно, ну, нам показывают, что отдают Залужный босс Красикова, там отдают, сделают из Красикова героя, потом он что-то там сказал, типа задание выполнил, приказ Родины исполнил, там, ну, бичье самое настоящее. Видно сразу беззубый бич, который неудачник, самый настоящий неудачник. 2 раза точно, может быть даже 3 раза попадался. Профессиональный суперкиллер попадается, что бы ему не подготовили. Здесь, в Европе, в Берлине ему все подготовили. Ему просто нужно было сесть ровно на велосипед, выстрелить. Никаких эмпатии у этого человека нет. Это просто животное для убийства людей. И вот он выстрелил человека, упал, переволновался, бедолага, потом убежал, там потерял самокат, искал, бегал его, и в конце концов его задержали. Одним выстрелом в воздух. Суперкиллер там, туда-сюда и так далее. Поэтому, да, убить безоружного, связанного, это у них не проблема. Это мы можем переживать, там, мучиться, самоубийством заканчивать, вешаться от таких страшных вещей. А для них это как покушать там или там в зубах как поковыряться. Это людоеды, самые настоящие людоеды. Поэтому их много, много очень неудачников. Да? Ну, когда его отдали, начали все об этом говорить. О, какой крутой. Это для чего делается? Показать всем, смотрите, мы забрали своего Красикова. И Запад, Германия в частности, вот этим шагом, передав это, она всем нам сказала, вот эта Германия нам всем сказала, плевала я на вас. Я плевала на закон, плевала на справедливость и плевала на вас, которые здесь как бы якобы находятся в безопасности. Это не так. Мы здесь, в Германии, не находимся в безопасности. Анна-Лена Бербок, когда только что вынесли решение по Красикову, и его осудили пожизненно, что это большое достижение, это очень важно было. Россия, Русня признана террористическим государством, на государственном, на судебном порядке это было признано. Это очень-очень важно. И тогда Анна-Лена Бербок сказала, что все, кто находится в Германии, могут чувствовать себя в безопасности. Большущим уважением отношусь к Анне-Лене Бербок. Это просто женщина, которая на своем месте делает очень важное дело. Ну, теперь я хочу сказать, а теперь что произошло? А теперь что произошло?
немецкие власти, немецкая полиция ведет себя по отношению ко мне. Я ходил с митингом, выходил, там, меня убьют сегодня, завтра убьют вас к американскому посольству. Меня гамбургская полиция пригласила, там, пылинки с меня сдувала. А потом раз и опять замолчали. Что такое немецкая полиция? Что случилось? А? Почему такое предвзятое отношение к тому, которого вы обязаны по закону защищать? А? Если кто-то думает, что меня кто-то тут охраняет, защищает, там, третье, десятое, нет, приходите, пожалуйста, кто хотел со мной разобраться. Приходите, я абсолютно доступен. Абсолютно. Приходите, давайте, разбирайтесь со мной. Немецкая полиция высокомерно постоит, гамбургская полиция постоит высокомерно в сторонке и понаблюдает, пока меня убьют. Когда меня убьют, они очень сильно, конечно, поймают преступника. В этом у них контроль есть, наблюдают. Но они не наблюдают, чтобы я остался жив. Они наблюдают, чтобы меня убили, они поймали этого убийцу, и этот убийца потом будет наказан. И все получат звездочки, об этом все будут говорить. Известного блогера, врага Кадырова. Вот вам, я вам дулю, считайте, показываю. Я не враг Кадырова. Кадыров не мой уровень. Я враг ФСБ. Понятно вам? Запомните это раз и навсегда. Навеки вечные. Враг фашистской имперской Русния. И никакой Кадыров. Кадыров это пешка, которую они используют. И будут говорить, вот убит враг Кадырова. Третье, десятое. Оппозиция. Оппозиция Кадырову погибла в Гамбурге или где-то там третье, десятое будут говорить. Запомните это. Запомните. Чтобы потом не говорили, я всем чеченцам говорю, иштхола душун хузадык. Хузаца охран щит, алыр бешит, алыр цаум датшун. Ничего нет. Только после моей смерти немецкие власти найдут киллера. Как поймали Красикова. В этом они специалисты. Потому что все телефоны, все это контролируется. Понимаете? Вот как это все делается. Понимаете? А потом какой-нибудь бытовой конфликт, это потом обменяют. Да, я не против, чтобы обменяли. Но только не на россиянина. На чеченца, либо на немца, на англичанина, который реально находится у них в лапах. Да, я готов, чтобы моего убийцу обменяли. Но ни одного россиянина, никаких там Карамурза, Яшины, Машины, самых больших фашистов, врагов чеченского народа меняют на убийцу чеченца. Так, да, там, конечно, были. Это догрузка была, они, нужно тоже справедливость, честность, правильность должна быть правильной. Вот эти Яшины, Карамурзы, там разные вот эти все россияне, они отданы как в довесок. Так просто, на халяву их отдали. Меняли американцев и немцев на русских убийц и террористов. Американских журналистов, там, пенсионеров, там, третьих-десятых поменяли. А русских вот этих оппозиционеров, чтобы сказать, поменяли. И ни одна сволочь, ни одна мразь из этих русских оппозиционеров не сказал ни одного слова про Зелимхана Хангашвили. Ни одна сволочь не сказала. Это просто отношение их к нам. Отношение их к нам, чтобы мы понимали. Как-то так, друзья. Поехали дальше. Курочкины, Алматы, Казахстан спрашивают. Откуда Курочкины? Курочкины являются такими же агентами российских спецслужб, как и все вокруг них. Все, что они говорят про Ичкерию, это наглая инсинуация и наглая ложь, которую они возводят на наше государство. Курочкины являются врагами чеченского народа и Чеченской республики Ичкерия. Это симулякры, которые работают на российские спецслужбы вместе с Ахмедом Закаевым. Понимаете? Вот кто такие Курочкины. Курочкины никогда не будут вхожи в чеченское общество. Какими бы они платками не одевались, какими бы они там словами там не разбрасывались, какие ролики они не делали, и какие бы вид лицемерный, лживый, лицемерный вид не делали, как они сочувствуют чеченцам. Они ненавидят чеченцев.
лютой ненавистью. Они презирают и ненавидят чеченцев. И Андрей, и Инна. Чтобы вы понимали. Все, что они делают, это незаконно. Это чисто русское свинство, которым они занимаются. Мы знаем, что они работают на Россию, и эти выродки, по-другому их не назовешь, зная, что Ахмед Закаев в интересах Кремля работает, они работают в интересах Кремля, получают деньги с той стороны. И эти люди пытаются прикрываться, ненавидя Ичкерию, ненавидя свободных чеченцев, они пытаются прикрыться Ичкерии и чеченцы. Это самые большие змеи на груди чеченского народа. И, конечно же, им не будет места. Мы это прямо говорим, будем говорить. Том, кто забывает, иногда смотрит ролики, говорит, какой красивый ролик, как же правильно они говорят и так далее. Это всего лишь слова. Их задача завоевать умы чеченцев, чтобы их увести в пропасть. Чтобы никакой чеченец не мог получить свободы и независимости. Вот чем занимаются Курочкины и Ахмед Закаев. Это все люди, которые хотят, чтобы после поражения фашистской России против Украины мы наравне с Россией платили компенсацию и контрибуцию Украине. Вот чем занимаются они. Это самые большие враги чеченского народа, которые есть здесь на информационном поле. Так, на всякий случай, чтобы вы понимали, о чем речь. Убийство Хангашвили было по-своему особенным, поскольку чеченцы убило ФСБ, а не кадыровцы. Значит, он перешел дорогу именно Лубянки. Думаю, сливал участие российских спецслужб, теракта ИГИЛ и так далее и тому подобное. Я думаю, что убило его ГРУ, и Красиков представлял ГРУ, военных он представлял. Они берут из военных к себе, вербуют их, и вербоваться военному и сотрудничать с ФСБ, это считается у них таким высоким таким достижением, что типа с фейсами у них это называется, с фейсами они там вась-вась, дела делают туда-сюда, и ФСБ это организует. Поэтому Красиков не был офицером ФСБ, на мой взгляд, потому что на суде, я еще раз говорю, на суде я это сам присутствовал, мне переводили, я сидел, все слушал, они, немецкие службы, сказали, что он, по всей видимости, относится к военной разведке. Затем, если я не ошибаюсь, туда пришел вот этот Христо Грозев, и он навел суд на мысль, что это было ФСБ. Он, Красиков, я считаю, он ГРУ. Я в этом убежден. И именно поэтому его отдали на день ВДВ. Ко 2 августа, 1 августа, ко 2 августа его уже, чтобы он мог искупаться, побриться и отпраздновать свой день ВДВ. Так это было сделано. Так, не спорю, кто бы из вас это не говорил, это хорошее предложение, поставить этот мир перед фактом и заставить их определиться. Вот только вопрос, кто и как это сделает. Кого русских поставить перед фактом, ты имеешь в виду, Шамсад? Мир никто не поставит перед фактом. Мы просто должны добиваться этого юридически, правовом смысле. Если мы будем достаточно сильны, вот у нас есть один канал, у нас будет 10 таких каналов или 100 таких каналов, вот тогда мы сможем, что нас услышат. Вот этих всех, вот этих мерзавцев, вот это все мы должны разъяснить. Что мы есть, а все остальное это симулякры. ИГИЛ это совместный проект ФСБ и БААС. По идее, ИГИЛ должен был воевать якобы против Асада, а на самом деле стрелял в спину суннитской оппозиции. Таким образом, помогая другу Путину, диктатору Асад. Да. Так, они все поддерживают войну против Ичкерии, против Украины. Тоже все русские псевдооппозиционеры пекутся благополучие империи. Спасибо за ответ. Да, вызвали подозрения, сладкие речи.
Да, да, я это много раз говорил, просто они свою пропаганду ведут, и иногда приходится вновь и вновь напоминать. Конечно же, все, что эти люди делают, они делают во вред чеченскому народу. Хотя, да, они меня тоже окучивали, там вокруг меня ошивались, там через меня как бы выходили в чеченское общество и так далее. Но больше я не буду попадаться на эти уловки. И не позволю разным мерзавцам и отщепенцам, засланным российскими спецслужбами в чеченское общество, спекулировать на Ичкерии, Лилие, Дохкумдете. Цажгайскшам, Бухкабель, пехота Путина бошли. Виш цугайскш лушто, шинсуем на хуз Европе дехкантро, Ичкери дубош. Оман эшбüч, махкан эшбüч, диньена история эшбüч, дет, син цара ега еш дохш духардах. Иш талду койга дег. Да, кел юэлкшун. Да, лирем вершунез. Слава Ичкери, героям слава Баха. И эти так называемые русские оппозиционеры являются тоже империалистами и КГБ ФСБшниками. И вот на таких обменяли моего соотечественника, честного гражданина, патриота Грузии и Кавказа Зелимхана. Да, совершенно верно. Но не только на них, если бы только на них, конечно, это было бы вообще плевок на всех у нас, во все это было бы плевком. Они поменяли на американцев и на немцев, которые были в заложниках. 8-8, там 7-8 был обмен. А эти русские оппозиционеры, они были в дар отданы. Это им делается легенда. И потом Радио Свобода приглашает, там все интервьюируют, рассказывают, какие они там супер-пупер, там 3-10. И он говорит, я хочу вернуться в тюрьму. Да ты, кто тебя заставлял идти? Это издевательство просто. Кто тебя заставлял идти? Не пойду, я сказал бы, тебя никто мне повел бы. Нет, я хочу вернуться в тюрьму. Но мне немецкие власти сказали, если ты вернешься, мы больше не сможем обменивать. А кого еще немецкие власти хотят обменять, интересно? Это Яшин говорит. Мне сказали, если ты вернешься, то русские нам больше не будут доверять там и не будут обмениваться. Наоборот, хорошо, еще раз Яшкина поменяете. Очень такое многоразового использования Яшкин такой получится. Отдали, вернулся, забрали Красикова, вернулся опять в Русню. Опять Яшкина поменяли там уже на моего убийцу. И немцы будут переживать, такие, да, мы должны переживать русскую оппозицию. Ну, подумаешь, там, чечен убитый. Ну, отдадим, ладно, ничего страшного. Вот как немцы некоторые к нам ведут себя, да. Навальный у них был тут герой там, фрау Штази, да, как ее называют, Меркель поехала в больницу, навестила якобы отравленного Навального. Ну, такие спектакли откровенные нам делаются. А кто такой Навальный, чтобы Ангела Меркель туда идти, быть? А? Что такое? Может, все дело в Штази, может, из Германии Штази никуда и не убиралась просто. Да, мы все говорим, там должна быть люстрация, в России должна быть, в Украине должна быть, страны Балтии ее провели. А что сделала Германия, скажем так? Почему Германия не провела люстрацию Штази? Почему Германия, у Германии Штази считалась самой успешной во время Холодной мировой войны отделом КГБ? Штази был самым успешным. Понимаете? И вот эта Штази никуда не делась. Никуда не делась. Никаких судов не было. Да, кого-то там судили и так далее. Там одиозных, там главного главаря Штази, 3-10. Все. Там 5 лет кому-то дали, кому-то 10 лет дали. И все, и на этом закончилось. А где вся агентура Штази? Где же? Вот какая ситуация здесь разворачивается. Вот такие вот дела, друзья. Нет, это правовое сообщество.
Право на самоопределение для всех народов или для всех, кроме чеченцев. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Нам говорят, если вы хотите быть свободными, независимости, то у вас должны быть там гей-парады. Вы подождите, подождите. Мы за свободу боремся или за гей-парады мы боремся? Так вы, дикари, еще не доросли до нашего уровня. Так вы, значит, вчера доросли до этого, и теперь нам нужно оставить свою борьбу за свободу, за независимость, 4 века борьбы, и теперь нам нужно стать там ЛГБТшниками. Да идете вы все к чертовой матери, я вам скажу. Вы убивают чеченцев в Чечне массово. Массово чеченцев в 17 году убивают. ОБСЕ говорит, вот с 17 года мы будем проверять, какие нарушения были в Чечне. Это в юридическом, да, это очень важно, это прорыв. Все, просто что-то нужно было сделать, и они предприняли такой шаг. Но это позор юридической практики, позор. Значит, до 17 года мы будем проверять, мониторить, а до 17 мы не будем мониторить. Ну как же так получается? И когда начинают раскапывать, сколько убили людей, в начале 17 года в Чечне было убито более 100 человек, 100 молодых человек. Их тела сжигались на покрышках, там хоронились на русских кладбищах, чтобы не искали родственники, где-то там на мусорке тела выбрасывались, распыляли, как могли, тела. И новая газета начинает писать, что там преследуют ЛГБТ в Чечне. Представьте себе. Представьте, новые газеты дают Муратову, фашисту, самому настоящему русскому фашисту Муратову, с татарскими, видимо, корнями, дают Нобелевскую премию. А что же вы Джохару Дудаеву не дали до сих пор Нобелевскую посмертную премию? А почему вы Аяду Идигову не дали Нобелевскую премию? А? Где ваши Нобелевские премии? Где эта справедливость? Где законность? Где права? Где справедливость? А? Это лицемерие, это обман, который происходит. И нам теперь, у нас убито 100 человек, но где-то побиты геи. И новая газета, и весь мир случайно забывают про убитых 100 чеченцев и говорят про какого-то побитого гея, которого вовсе, наверное, и не побили. Зачем их бить, если Кадыров Рамзан их лучший друг, приглашает там Зверева, Киркорова, 3-го, 10-го, дарит им там супер там и так далее, и так далее. Часы, подарки. Зачем его там бить? Вот этим нам рассказывают. И показать, насколько мы дикари, нам сейчас будут говорить, ну вы же не хотите, чтобы у вас были парады. Нет, мы не хотим, и не будут у нас парады. Чеченское общество такое, какое есть. Я знаю это чеченское общество. И оно не будет радо вот этим вещам. Понимаете, мы мусульманское, очень закрытое, очень консервативное общество. И если где-то какой-то штат в Америке или где-то какая-то страна в Европе дошла до этого уровня, ну так это ваш выбор. А какой, Дима, это ж чистый фашизм тогда получается. Если ты не этих, то ты не тот. Чистый фашизм тогда. Навязывание тебе того, из-за чего нация вся готова умереть. У нас это даже не обсуждается. Это какой-то уровень фашизма, такой средневековый фашизм, который не рассматривает ни культуру чужого народа, не подходит с нравственной стороны к этому народу. Говорят, нет, вот так должно быть. Да пошли вы, знаете, все куда. Тот, кто нам так говорит, будет. А? Вот на то, куда вы парады проводите, вот на эти парады все можете идти. Понимаете? Что вы нам рассказываете? Вот такие вот интересные вещи тут складываются. И это все нужно нам разобраться, понять, в каком мире мы живем. Каждая группа преследует свои интересы, каждый преследует там свои корыстные интересы. Мы это все должны разобрать и занять свое место в этом мире.
Ни в коем случае мы не будем с Россией. Запомните это раз и навсегда. Никогда чеченский народ не будет с Россией. Мы 30% своих граждан положили не для того, чтобы стать частью России. Хотите стать частью России? Вот Германия говорит, что мы часть России. Пожалуйста, на каком основании вы считаете, что мы часть России? А на основании окончания Второй мировой войны, что Россия, Чеченская республика, Чечено-Ингушетия входила в РСФСР, и, соответственно, Россия это преемница СССР, соответственно, это является частью России, Чеченская республика, как они говорят. Ну тогда давайте Украину признаем частью тогда СССР. После Второй мировой войны она входила в часть России. И давайте признаем ГДР частью России. Почему нет? Если Чеченская республика является частью России, то, мне кажется, ГДР еще больше является частью России. Потому что здесь Штази очень хорошо работает. Нам, чеченцам, никогда не доверяли быть КГБшниками, ГРУшниками. Это потом уже, когда война началась, начали массово вербовать там, и так далее. Но до этого нам это не доверялось, нас в эти структуры не посвящали. А Германия всегда была за что, давайте ГДР тогда присоединим к СССР. Почему нет? А как по-другому должно быть? Разве где-то нарушена логика или же правовые основания? Нет. Нет. Вот такие вот дела. Хотя бы одного чеченца из 28 тысяч томящих в тюрьмах Русни вытащили бы ради приличия. А дело в том, Шамсад, да, абсолютно ты прав, абсолютно. Поэтому я и говорю, после моего убийства только либо американец, либо немец, либо чеченец. Понимаете? Либо евреи, либо англичане. Вот за них можно моего убийцу отдавать. А дело в том, что мы разобщены. У нас, например, воюют в Украине много разных ребят. Они все вне политики, они никуда не лезут, вот чисто воюют против России там и так далее, и так далее. Тогда, если, они, получается, вооруженные силы Украины. Ичкерии, они имеют отношение, отдаленное. Если они вне политики, служат в вооруженных силах Украины, да, дальчуам придут через, но по факту ни наш президиум, другой власти у нас не существует, не поддерживает. Наоборот, туда приезжает симулятор Закаев. Все они лучше меня знают, кто такой. Они мне рассказывают, кто такой Закаев, до того, как я его узнал. А потом раз, и где-то вместе фотки. Но я это понимаю, как это делается. Это все подстраивается вот теми людьми, чтобы вот этих людей просто на фотографию поставить. Но после того, как их поставили, никакого опровержения, позакаются, да, мы ничего нету. А это очень накладывает на всех окружающих. Никто не говорит, но все понимают, а почему ваши бойцы молчат? Почему они не разоблачают Закаева? Почему они не разоблачают там 3-го, 10-го? Почему они не примкнут? Никто никому не примыкает. Все вот сидят и чего-то ждут, да. Да, вы правы, Аслан. Хороший акцент. Это Штази, в принципе, был филиал КГБ. Балтийские государства провели иллюстрацию, а Германия, Восток, ГДР нет. Странно как-то. Долой имперские спецслужбы КГБ, ФСБ. Аминь. Они вне политики. Вне политики, если ты поднимаешь флаг Ичкерии, то ты уже не в политике, Шамсад. Вообще, любой воин, он не бывает он вне политики. Воин, если с оружием, да, наемники за деньги, кто идет, это отдельно, это вообще бандиты. А вот тот, кто из идейных соображений вышел, он уже в политике. Он уже в политике. Так, так, давайте дальше. Салам алейкум от крымских татар. Алейк салам, Мартин. Крымлы, алейк салам.
الشيخ موال حويجدي هنقول لي عمال بوجعليش هنقول لي باخ بعربات да мола ламанас, да мола, вай ваш, вай динак дуй, вай безопасность, вай конференции, вай ахч, вай шади ваш динак бихир датшон. Да, дир ду, вай ганиц хила, вай гач охила, будут считаться, будут разговаривать, будут там какие-то свои интересы преследовать. Ну, ну вай охильдис в любом случае. Ахшна бухлуш хилла ночи дугина шави гуон шадул омани уqabun ахшна бухлуш нах сундела ночи юqil мабах шадул амани уqabu ишнаш ну боцаш гарч албон кепки лишается подарок her kepki as jöitä ryshun kepkš savas jöitä ryshun as kepkš as inäs o dikätser jo kачественный цалириш ейт ишусо сейта ейтен юqa ryshun her подарок и пока her лишат Wa aleyk salam Sengor Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Abkhaz, mashhur. Wa alaikum salam. Кверти, я не папа твой. Я не папа. Вот твой папа признавался мне. Он да, а я нет. Я не твой папа. Ты меня перепутал с кем-то, да? Wa alaikum salam. Из Киргизстана. Wa alaikum salam, Киргизстан. Wa alaikum salam. Племяшка, нормально, как сам? Так. Сколько мы в эфире? Час? Чуть больше. Нет, я не тюрок, я чеченец. Я чеченец. Я не тюрок. Итак, да. Самое главное, что тут забыл. Вы представляете, пока тут идет, военный аэродром Октябрьск и порт Кавказ, это Ростовская область, Волгоградская область, все уничтожается, все горит. И это будет еще больше усиливаться. Россия будет пылать. Каждый дом, каждый русский дом, российский дом войдет красный петух войны, как говорил Джохар Дудаев. Каждый дом, то есть, будет пылать. Как пылали они в Украине, в Ичкерии, в Грузии, в Сирии. Все это обязательно возвращается. Закон бумеранга никто не отменял. Никто. Брат, у тебя фамилия тюркская. Нет, у меня фамилия не тюркская. Это от слова орц. Слово орц. Не арц, а орц моя фамилия. Орц это холм. По-чеченски это древнее имя чеченское. И это древнее слово орц. Это гора, холм. Так называется. Понимаешь? Имя тюркское, имя самое настоящее тюркское. Аслан это тюркское имя. Фамилия Орц. Орц моя фамилия. Моего прадеда звали Орци. Ва алейкум салам, Ягуб. Арзу на тюркском означает мечта. Очень приятно, брат. Арзу на чеченском означает... арзу это здесь так написано, это по-немецки так написано. На самом деле
орц. Должно быть арцуй, ну, как бы по-русски пишется арцуев, а на самом деле должно быть орцуев, орц. Ну, написали вот как А написано, так и осталось. А арзу это птица, это, по-моему, сокол, по-моему, по-чеченски. Нет, орц это не прийти на помощь. Это, смотри, откуда появилась орцвел? Орц это, ну как бы, у меня, когда я, как и ты, когда я не знал, что значит слово орц, когда меня спросили, что такое орц, я говорю, это позвать на помощь. Первое, что я сдал. И меня тогда одна с юмором девушка назвала, так значит, твоя фамилия переводится не от Ложкин. Нет, Орцуэл это поднимись на холм, чтобы крикнуть, позвать на помощь. Цунавдох, что Орцуэл, ойлук ивел, лакт ивел, кайх ди бог дуис. И бог дуис, Орцуэл бога, отсти ивел, и тигр да махтуги, наха амби бог дуис, лам бог ду, джим лам буй, цунав Орцуэл, или холм, или возвышенность, цунав что Орц. И бог дуис. Орцауэл, вот отстивал бог, дуй, орцауэл, тигр дакаих ди или дахаж, что позвать на помощь бог ду. Видите, у нас ставились вот эти сторожевые башни, вот у нас, например, там башня там разрушенная, там полуразрушенная, третья, десятая, да, вот это мы видим. На самом деле, когда в 1944 году нас депортировали, под видом депортации устроили геноцид нам, тогда там не только вот эти башни, это то, что осталось. Там целые города были, целые города, поселения были целые, из камня сделаны. Это все 13 лет российская армия, вот эта советская Красная Армия взрывала, прокладывала себе там дороги, там делала там, дальше там, до гор себе дороги прокладывала при помощи, вот разрушая вот эти поселения, вот эти населенные пункты, которые были. И остались только вот башни сторожевые, которые там где-то высоко, далеко, и там не особо, может быть, на память себе там оставили. Самое главное, уничтожили и оставили. Вот от орца уал бога, от берти уали, от баучу уал бога, хилла, сут иря целотеш хилла, был дым, пускался дым. Если очень далеко друг от друга, поднимался, поджигалось сено или, там, или что-то там, чтобы дым был. И зависело еще от цвета дыма. Какого цвета дым, это такой сигнал, значит, угроза, там, хорошо все, плохо все. Вот такие вот вещи делают. Цуна ошхалай, орцуал булага, орцуал лактивал, возвышенность, а еще и сторожевая вышка, орцит аешхила, ну, на бугре, на возвышенности это делалось. Спасибо, Лау, спасибо, спасибо. Карабулаки, Джахар из этого рода. Нет, Цичо, Джахар Дудаев, тейп у него Цичо, это есть и ингуши Цичо, и чеченцы есть Цичо. Он не из Карабулаки рода. Тайран Милу Аслан. И Милутиш Тайран Сунам Цойс. Не от Ложкиным сош, більш элду цере. Приход тоже більш от его. На самом деле нет ложка. Я скорую помощь Бог дать, помощь Бог дать. Из-за орц Бога ша идут в ман. Да, пожалуйста, объяснять без проблем. Тейп хотел он написать. Так, давайте перемотаю, друзья. Ласан бабент и газ аркваса.
Так, и кивочу. Так, пойдемте дальше. Ратуем дубаш сил, чем Ахмата. Так, друзья. Где купить такую кепку? Я не знаю, мне ее подарили. Я не знаю, где ее купить. И я обязательно сделаю. Я просто столько просто делал, не успеваю и не получается. А можно на казахском языке, я чеченский, договорились. Можно? Асан, вы ведете стримы в ТикТоке? Да, совершенно верно. Сейчас в данный момент идет стрим в YouTube и в ТикТок. Путин зарплат хал айдин ба твамбечан бадуиз асан. Да, зарплата поднимается, но она, знаете, раньше им приходилось по полгода выплачивать, потом до полугода жили наемники, потом 3 месяца. Сейчас говорят до 2 недель, поэтому на одной выплате заканчивается. Бандера, он фашист или герой, говорит Нариман. Нариман, тебе какое дело, кто Бандера, фашист или герой? Қалай алиқатат тингаса. Инца бюхумом цаяздира, аз уже дадишам иза. Қалай алиқатат. Вот по-казахски, да, тебе уже написали. Так, ну давайте дальше пойдем тут. Америка вложила много денег в Украину, и у нее нет другого выбора. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Америка будет помогать. Валейкум, Казахстан. Аллах, Казахстан. Амуну Улхшвогдуды. Как вы относитесь к Башару Асаду? Ну, как я могу относиться к мяснику, убийцу, к убийце? Как я могу относиться? Вот так я отношусь. Так. Дон, да, я любил твою маму называть так, Ишаком. Доводилось, да. Спроси свою маму, она меня хорошо знает. Так. Амин.
Сейчас придумали такое оружие, детская игрушка, где прикреплен телефон и автомат. И вы как Counter-Strike играете, как вот эти настольные игры, уже сами он там фиксирует, попал, не попал. И, короче говоря, дети теперь уже не просто сидят за телефоном играют, а уже бегают, постоянно бегают. Это намного лучше, чем они просто сидят за телефоном. Omar Barkal. Алейкум Нац, ваш Вовер. Башар Асад отравил свой народ химическим оружием, в том числе и детей. Путин бомбил сирийцев, сидящих в больнице. Какие же нужны доказательства рабам лаптей? Почему, Стас? Чего ты обиделся так? Старый агрокриме. Я не могу понять, Стас, что ты на мой канал так обиделся? Угрожаешь моему каналу? Я смотрю, у тебя мощный этот. У тебя 87 тысяч подписчиков и ни одного видео на канале. Я смотрю, такой продвинутый этот фашняга, да? Я так понимаю, что ты серьезно свою угрозу выдвигаешь, что мой канал хана. Ну, канал можно уничтожить, не проблема, да. А куда дели все видосики с твоего канала? А? Вот как так будет? 80. Я связался с хакером, сейчас будет твой канал взламывать. Ха-ха-ха. Ну, давайте, вы позавчерашнего дня, да, охоту уже свой, охоту-то вы давно ведете, вот позавчера вы мне, да, попробовали e-mail скрыть, я как раз получил, быстренько все пароли, все я поменял, но я думаю, при желании, конечно же, вы можете там попросить у Ютуба, он вам подскажет. Ютуб ведет себя как просто продажная девка, вы можете ему денег заплатить, он вам нормально, вы же по привычке старые. Он вам все сольет. Что вам нужно? Мои пароли нужны. Смена пароля не поможет. Ты мне объясни, почему у тебя 87 тысяч подписчиков, 87 тысяч подписчиков, и ни одного видео? Как тебе так удалось? Как этот прекрасный, свободный YouTube позволяет вот таким вот деятелям, как ты, иметь... Ты закрыл все видео, получается, набираешь, потом закрываешь, так что ли? Аслан, мағайрық ер от видео чуаша в одиночку мюжге дакарче. В одиночку мюжге дакарчинag. Шадин весни тия иона. Да, по всей видимости, Шамсад издвинул что-то из батальон шейха Мансура. Потому что мой хакер помогает. Понятно, Стасик, понятно. Понятно. А зачем тебе, Стасик, 87 тысяч подписчиков, если ты никаких видео не выкладываешь, там, вы их продаете потом, да, эти каналы, что-то там мутите? Ну, давай посмотрим. Будет интересно посмотреть. Но дело ведь не в моем канале. Можете закрыть канал, все видео сохраняются. Ну, кроме вот то, что на телефоне я не все получается сохранить, последние стримы, потому что в ТикТоке они сохраняются. Правда, я не все их сохранил. А так все остальные видео, в принципе, сохранены. Дело-то во мне, правильно. Ну, закройте вы канал. Меня ищут по имени, по фамилии и по имени ищут. Понимаешь? И вот в чем вопрос. Так что закрыть канал — это не решение вашей проблемы. Решение проблемы — меня закрыть.
А меня закрыть у вас не получится. Почему наша цель? Потому что да мне вообще плевать на ваши цели, вы фашисты. Вы самые настоящие, самые настоящие фашисты, самые настоящие террористы, фашисты и мерзавцы. Вот и все. Давай, жду, где твои хакеры, давайте, работайте. Работайте, девочки, работайте. Привет, Азербайджан, привет, Азербайджан. Так. 021 صحداوات حيديق يزدي سوق ما يزدي سوق وحيديق سنة وش مديت. Ассаламу алейкум, брат, ассаламу. Алейк салам, Максет. Алейк салам. Какой у вас рост, ваша? Это разве имеет значение? Аслан, почему флаги Ичкерии тагут, а флаг Палестины не тагут? Да, не говори. Потому что так сказала русская пропаганда. Понимаешь? И все. И все. И на этом все заканчивается. Чечня геноцид чеченского народа, внутреннее дело палестинцам можно говорить, а нам нельзя этого сказать. Это внутреннее дело Израиля. Все, что делает Израиль в Палестине, это сугубо лично внутреннее дело Израиля. И Израиль, будем просить Израиль, чтобы он был более гуманен и справедлив, и соблюдал международное право. Все. И то они не просили даже за это, а мы будем просить наших друзей израильтян соблюдать международное право, гуманизм. А эти сидят там, нам рассказывают сказки. Дерез масарнахуэль маш мокш ойл хосоваш массу ойшамса. Когда Россия уберется с Кавказа, она больше не будет влиять на Ближнем Востоке, в Сирии. Там уже у них военные базы Хмейним, Тартус, долой Российскую империю. Амин, амин. Баркал реалити правдивый лучше, говорит Шамсад. Абсолютно Бог, да? Ничего кроме правды, только правда. Евреи не наши братья, говорит. Почему не твои братья? Что у тебя? Они твои двоюродные братья? Цага, английский. Ха, дик цага. Ясер Арафат, царство ему небесное, был другом Ельцина. Он был не просто другом Ельцина, он был агентом КГБ непосредственно, что Ясер Арафат, что вот нынешний, как у них, Махмуд Аббас. Это агентура Примакова, КГБ. Они говорят на русском языке почти так же, как мы с вами разговариваем. Они все учились на Патриса Лумумба, Институте дружбы народов, ну и так далее, и так далее, и так далее, короче говоря. Это все стопроцентная гибня, стопроцентная пророссийские шавки. И все, кто выступает за... Да, мы против безразборочных бомбардировок мирных населенных пунктов. При всем при этом я лично считаю, что Израиль имеет право защищать себя. И пока арабы по указке России и Ирана не перестанут отказывать Израилю в праве на существование, это как русские нам отказывают, чеченцам, в праве на существование. Понимаете? Понимаете? Арабы говорят евреям, вы давайте выдвините какого-нибудь нам Кадырова,
из своих рядов. Мы вас возьмем, будем вами командовать, будем вас отправлять куда надо и будем использовать для своих нужд. А евреи говорят, идете вы лесом. Вот и все, вот весь сыр-бор. Евреи говорят, мы хотим свое государство. Как чеченцы говорят, мы хотим свое государство. А русская империя говорит чеченцам, у вас не должно быть государства. Мы хозяева на вашей земле. То же самое говорят арабы Палестины, арабы Ближнего Востока, иранцы, персы говорят, не должно быть Израиля, мы будем вам указывать, как вам жить и так далее. Понимаете? И тогда евреи, израильтяне говорят, идете-ка вы лесом все. И правильно говорят. Опять же, я категорически против безразборных, там, массированных ударов по мирному населению. Я осуждаю это, кто бы это ни делал. Но опять же, мы должны понимать, что у Израиля другого выбора нет, кроме как сохраниться. И ему это право дано Богом, как всем людям на этой земле. И какие-то фашисты из арабского империализма, этнонационализма, которые им отказывают в этом праве, которые являются многовековыми, можно сказать, друзьями фашистской России, которые за все это время никак, нигде нам не помогли во время геноцида, а только лишь высказывали озабоченности. Вот я им отвечаю тем же. Понимаете? А Израиль считает таким же пострадавшим, как чеченский народ. За одной лишь разницей. Может, с двумя. Там, религия и одна разница. То, что евреям удалось отстоять свое государство, а нам, чеченцам, не удалось. Вот и вся разница. Понимаете? Так. Привет, Израиль, шалом, Израиль. Правду говорить несложно. Нет, самое интересное, вчера ко мне, позавчера заходит какой-то там, по всей видимости, араб и говорит, то почему у тебя флаг американский там на немецком мне пишет? Я ему говорю, твое вообще какое собачье дело, ну, условно говоря, так ему сказал. И он говорит, ты кафир, ты кафир. Теперь, значит, если я не воюю за Россию, не в рядах российской фашистской банд-армии, я предатель. Предатель чеченского народа, чеченской родины и всего. Потому что я же не служу фашистской России. А я должен служить, ведь по их фашистской логике я им должен служить. Арабы считают, что нас уничтожать всему миру можно, наблюдать всему миру, Россия пока уничтожает. А когда что-то и нужно, ну, а чего ты не реагируешь? Ты чего это, да? Ты почему это не сказал? Так ты кафир. То есть я уже, у тех я не чеченец и не за родину, а это не за религию. Пошли вы все к чертовой матери, я вам хочу сказать. Пошли вы все к черту, где вы были, когда геноцид чеченцев был. Я отстаиваю интересы многострадального постгеноцидного чеченского народа. В первую очередь. Отстаивал интересы, права всех людей, независимо от национальности и вероисповедания, конфессии, там, вероисповедания. Но я должен вообще логике какой-то предаваться. Давайте я буду всем все раздавать, и я буду сам сидеть без рубашки
Это нужно мне? Мне не нужно. Все свои дела делают, а мне что делать? Мне что делать? А? Арабам мне прислуживать надо, да, как русские хотят, чтобы мы прислуживали им, как кадыровцы, арабы хотят, чтобы мы по религиозной линии пришли. Пошли вы все к чертовой матери. Нам нужно то, что нам нужно, что мне нужно. Я лучше сам знаю. Правильно? Никакой араб, никакой русский мне подсказывать не должен. Я сам могу им подсказать. Моя культура, моя нация более древние, чем их нации. Ну, они тут решили великую империю, одни арабскую, другие там. Арабы собираются, Саудовская Аравия, там дом Аллаха, Мекка, Медина, святая земля. Сидит король или принц, да, этот, который журналистов по его приказу убивают. Этот сидит и принц Абдаллах там какой-то 556-й и рассказывает: мы, говорит, можем быть намного сильнее, чем Европа. Дело в том, что он знал, что Россия нападет на Европу, а у него там с Путиным вась-вась, там туда-сюда. И они рассчитывают, что сейчас упадок Европы придет. И вот этот арабский империализм вместе с русским империализмом поднимутся. Они же всегда веками дружат вместе с ними. И нам под видом братьев мусульман Саддам Хусейн. Кто был Саддам Хусейн? Это враг чеченцев был. Это был пятка лиз КГБ и ГРУ. Саддам Хусейн. Саддам Хусейн нашел то, что искал. Убийца был и военный преступник. И всегда дружил с ГРУ, с Путиным, с Жириновскими, всеми остальными КГБшниками, Примаковыми и так далее. И этот сидит, арабский этот принц, и говорит: мы будем мощнее, чем Европа. Мы воссоздадим такую великую, такую эту, и снова арабский мир будет на первом месте. А я сижу, думаю, у него находится святыня всех мусульман на его территории. Там они нам ваххабизм запускают, там они эту всю пропаганду нам подготавливают. Вот эти ублюдки все, руководство этих стран, всех арабских стран, всех стран, всего мира, все ублюдки, кто абсолютно спокойно наблюдал за геноцидом чеченского народа, особенно называя себя братьями мусульманами, там, 3-10, и мы им обязаны помочь. И у меня возникает вопрос, слушаю и думаю, он не говорит про мусульман, он говорит про арабов. Когда им нужно кого-то использовать, они говорят мусульмане. О, мы братья мусульмане, мы братья мусульмане. А мы, дураки, верим, конечно, мы братья, потому что мы думаем, завтра нам тоже помогут. Мы-то наивные, искренние, благородные люди. Верим в то, что нам говорят. А потом, когда приходит к тебе беда, самые главные у мусульман это муджахиды, это воины Аллаха, это воины, которые прощаются со всем миром и посвящают себя служению Господу Богу и мусульманской умме, защищают их имущество, их земли, их жизни. Так вот, эти братья-мусульмане из Хамас, из партии Аллаха, там еще каких-то у них там исламские джихады. Короче, самые турбо джихадисты, турбо-мусульмане, это вот эти. Если они не мусульмане, то других мусульман не должно остаться. Его сегодня назначают, его народ Хамаса, Халида Машаля, избирают главой сектора Газа. Сегодня его избирают, это 2004 или 2006 год, по-моему. Или 2005 год. На второй день он в Москве. Тебя только твой народ избрал, он бежит в Москву. Там бабки, там задания, там новые дела, все такое. Ему журналист говорит, вот тут геноцид идет, а мы боремся, истекаем кровью. Америка нас бросила, Англия нас бросила, Европа нас бросила. Оставили один, мы разожгли вместе. Помогли разжечь, поддержали, показали мы вместе. А потом сказали, ну ладно, вы там, чечены, пока с ним поборитесь, а мы здесь нефть, газ покачаем. Вы тут, извините, братаны, короче, ничего личного, просто бизнес.
Просто обычный бизнес, понимаете? Ну, извините, что да, это же вам нужно. Это же ваша свобода, вы же ваша земля, вы же независимый. О, да, да, молодцы. Мы вам на радио Свобода 2 слова позволим сказать. Назовем вас повстанцами. Не террористами, не боевиками, повстанцами. Не называли нас бойцами за свободу, борющими за свою страну, за свою свободу. Повстанцами, то есть восставшие. Мятежный генерал называли нашего Дудаева. Так он не был генералом, уже Советского Союза не было, когда он был нашим президентом. Мятежный генерал, как звучит, да? Мятеж, значит, он против законной власти поднялся. Повстанец это тоже звучит так. Ребели, там, борющиеся с метрополией, там, все такое. И вот наш родной, самый главный муджахид Халид Машаль приезжает, ему задают вопрос, как вы относитесь к тому, что чеченский народ, вот все, что происходит в Чечне, геноцид, никакого выдуманного геноцида, как в Палестине, не было. Самый настоящий геноцид, именно за то, что ты чеченец, за то, что ты такой, тебя убивали. Халид Машаль, самый главный, еще раз напоминаю, муджахид, которого называют братья-мусульмане, его организация, это военное крыло, он там освобождает Аль-Аксу, Израиль, вообще человечество спасает, понимаете, от всей святую исламскую умму он спасает. Он говорит, это внутреннее дело. Понимаете, я просто за деньгами и за новыми инструкциями приехал к Путину. А какой там чеченец, какой мусульман, где мусульман? Фу, да, сказки не рассказывайте. Все, укатил. А теперь нам рассказывают, что нам нужно поддержать. Причем ни разу, никогда чеченцы не убивали женщин и детей. Ни одну войну на протяжении веков. Чеченцы воинственные, вся наша культура построена на милитари культуре, на военной культуре. Мы никогда не убивали женщин и детей. Никогда. Зашли 7 октября в подарок на день рождения Путину, убивают женщин, детей, безоружных людей. И потом нам чеченцы говорят, поддержите, вы все должны поддержать. Ублюдков, которые убивают безоружных людей, нам поддержать? Или ублюдков, которые нас считают внутренним делом России, нам поддержать? Просто определитесь вы мне. Я, может, чего-то не понимаю, я, может быть, немножко уже, да, запутался во всем. Вы мне объясните, может, надо было поддержать ублюдков, которые убивают женщин, детей. Так вот, вам это надо, а чеченцам это не надо. Чеченцы не будут поддерживать ублюдков. Мы истекали кровью и не убивали русских женщин и детей. Умирали массово. От 2 миллионов на 120 тысяч осталось в позапрошлом веке. С этих 120 тысяч мы поднялись опять до миллиона, нас опять убивали, и мы опять не убивали детей. Самое большое, что нами было сделано, это мы захватили школу вместе с взрослыми, где оказалось 186 детей еще, половина из них были дети, половина взрослые. И потребовали не убивать наших детей. И тогда Путин, друг Хамас, друг Халида Машаля, или которого сейчас там в Иране, в Тегеране ликвидировали еще одного этого главаря этих террористов. Путин сказал, все в месиво кровавое. Никаких переговоров, никаких разговоров. И женщин, и детей, и террористов. Все огнеметами, с танков. Просто расстреляйте. Вчера Путин приехал позавчера, когда 20-го, да, это было 19-го, 20-го, прилетел в Осетию. За 20 лет он стал на колени перед осетинами. Перед этой мемориальной вот этой, доской, мемориальным этим комплексом, встал на колени и так далее. 20 лет ему потребовалось. 20 лет его матери Беслана, есть такая организация, ассоциация матери Беслана. Они признали его палачом Беслана. Они выходили в майках и написано «Палач Путин, палач Беслана». Вот у них на майках было здесь написано. В этой же школе
они проводили акции. Европейский суд по правам человека признал, что убийство, гибель детей и всех заложников произошла по вине России, которая из огнеметов, из танков расстреливала школу. Понимаете? Не просто когда пытались убить террориста и убили рядом женщину или ребенка. Не из гранатомета, покрывая точку, а в актовый зал, в этот спортивный зал, где битком набиты женщины и дети, и всего лишь два охранявших человека находятся. Из огнеметов и танков сперва взрывают стену. Все прекрасно знают, что к этой стене будут облокочены сидеть люди. Зная, что оттуда их не ждут, террористы не ждут, никто же не подумает, если у вас вот так в огромном спортивном зале битком набитыми детьми и женщинами, у стены вот так вдоль они сидят, вдоль, посередине, ну, и с краю, конечно, тоже, что оттуда кто-то будет врываться. Они туда закладывают взрывчатку, взрывают эту взрывчатку, разносят этих людей, которые там, чертовой матери, огромном количестве, из огнеметов и танков просто в месиво превращают. Это было не просто убийство по неосторожности, при попытке освобождения. Это было целенаправленное, кровавое убийство, показать всем и вся, что для меня жизнь не осетинских детей, не чеченских детей. До того, как 186 детей погибло в Беслане, было убито 42 тысячи детей. 42 тысячи, это 225 школ в Беслане. И вот когда произошло вот это кровавое месиво, которое совершил Путин, вот после этого, после вот всех этих событий, Путин ни разу, никогда не становился на колени. Никогда не, да, им деньгами заткнули им многих, но хотя матери не предали вот эту свою позицию, как были верны, так и остались. Хотя их залили просто деньгами. Ни одному чеченцу столько денег не дали, сколько дали вот этим людям. Ни одной матери, ни одному чеченскому инвалиду, ребенку, никому не дали эти деньги. Сотни тысяч долларов каждому выплатили. Сотни тысяч долларов каждой пострадавшей семье, там, каждому человеку выставили. Каждый, кто получил ранение, увечья, до сих пор лечат, там очень сложные, дорогие операции делают. И сейчас Путин приходит, становится на колени. Что случилось? Что произошло? Какая причина, что Путин стал? Может, в нем человек проснулся? Может, ему Бог явился ночью и сказал, ты должен покаяться перед осетинами и там жителями Беслана и так далее. А дело в том, что Путин готовится уйти со своего поста и начать нести ответственность. И все дело в ЗСУ. И если сейчас какие-нибудь осетины подумали, какой же благородный Путин, все-таки осознал, понял, и да, молодец, да, извинился перед нами, там, 3-е, 10-е. Так вот, я вам скажу, он не извинился и не понял. Вы должны благодарить не Путина, который убил ваших детей там, убил тех детей, которые вы, осетины, всю свою жизнь служили этой России верой и правдой. Всегда вы были форпостом. Он не пожалел и вас только, чтобы свое кресло сохранить и не разговаривать с чеченцами. Он тогда уничтожил их всех. Вы должны благодарить пана господина президента Владимира Зеленского и пана господина Сырского и всех украинских воинов. Вот кто поставил перед вами, осетины, на колени Путина за 20-летнюю историю, то, что он вам перед вами не становился. Вот кто поставил на колени перед вами Путина. Понимаете? Вот как на это надо смотреть и как к этому подходить.
Вива Единый Кавказский дом, то есть Кавказский союз. Совершенно верно, Ливан, совершенно верно. Друзья, я немножко спешу, на этом свой я стрим закончу. Извините, что не прочитал все комментарии. Завтра я обязательно постараюсь провести стрим на русском языке. Приблизительно то же время, как с работой, как все у меня все завершится. Так что все будет Ичкерия. Слава ЗСУ, слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Аликюэль Маш Оэль. Всего хорошего. До завтра, друзья. Не расходитесь далеко. До свидания.